Нагайская притча. Жили-были два соседа. Один из них был добрым, а другой скупым. Однажды они решили отправиться на охоту в степи, чтобы подготовиться к долгим зимним месяцам. Всю дорогу добрый сосед угощал скупого до тех пор, пока у него не закончилась пища. Когда же пришло время следующего привала, скупой отломил ему краешек хлеба, после чего сам, сытно поев, сказал, что это был последний раз, когда он угощает. Добрый сосед не стал с ним спорить, а всю дорогу обходился тем, что щедро давала степь и лес. Видя, как его добрый сосед питается ягодами и грибами, скупой просил угостить его по-соседски, и добрый ему не отказывал. Нежданно они обнаружили вход в большое логово, похожее на берлогу. Испугался скупой сосед, что медведь может его разодрать, и предложил своему соседу: «Лезь, пожалуй, ты, Баймурза. Ты попроворней меня, а я буду караулить снаружи. Если что, кричи, я приду к тебе на помощь». Долго лез в нору добрый сосед, а ей все не было конца, покуда не оказался он в пещере. Когда же он присмотрелся получше, разглядел сундук, а в нем нащупал множество монет и драгоценных камений. Обрадовался добряк и стал кричать своему жадному соседу: «Жентимир! Жентимир, помоги мне! Иди сюда!» Вздрогнул скупой, испугавшись, что медведь напал на соседа, и пустился бежать обратно. Прибежав в село, он, запыхавшись, стал рассказывать всем, что на Баймурзу напал медведь, когда тот, невзирая на уговоры, полез в берлогу. Жена, дети, родители пустились в плач, а Жентимир принялся их успокаивать и показывать царапины на руках, говоря, что это когти медведя, хотя это были следы от веток. Прошло совсем немного времени, как кто-то закричал: «Смотрите! Смотрите!» Люди обернулись и увидели Баймурзу, который ехал на коне, а на другом коне, купленном им по дороге, висели два мешка. Стыдно стало скупому, но он не посмел удалиться. «Что у тебя в мешках, добрый человек?» – вопрошали люди. «Сокровища, которые я нашел в берлоге». Баймурза ни слова не сказал о бегстве соседа. «А что ты будешь делать с таким богатством?» – поинтересовались люди. «А что мне с ним делать? Юрта у меня большая, детей много, супруга богобоязненная, аргамак верный. Мне, пожалуй, больше ничего и не надо. А построю я на эти деньги мечеть. А по завершению строительства устроим праздник, пригласив людей из соседних земель». Обрадовались люди, так и решили. Через несколько дней оба соседа вновь поехали на охоту. Однако в этот раз, увидев похожую берлогу, скупой сосед, спрыгнув с лошади, бросился в нее с головой. Через несколько мгновений оттуда послышались страшные крики и рев, после чего выскочил скупой сосед, а за ним медведь. Баймурза поспешил на помощь своему соседу, но не хотел убивать зверя. Он взял палку и стал махать перед косолапом, пока сосед не сел на коня. Понимая, что Баймурза его спас, он не смог ускакать прочь, а, храбро приблизившись к медведю, ухватил палку, тем самым помог соседу вскочить на рысака и умчаться прочь. Покаялся скупой сосед перед добрым, осознав, что все это время жил не по совести.
А еще он сказал Баймурузе: «В тот раз ты нашел клад, а в этот раз я. Но мой клад лучше». «Какой же твой клад?» – поинтересовался Баймурза. «Мой клад – добрый сосед, которого я не замечал». Обнялись они и пронесли свою дружбу через всю жизнь. А из палки, которой отогнали медведя, решили сделать посох в новую мечеть, чтобы имам, опираясь на него, рассказывал о взаимопомощи и дружбе.